представители средств массовой информации. На 27 марта 2020 года по республике зарегистрировано 14 новых подтвержденных случаев COVID-19, 7 случаев в Джалабаде, все Сузакского района, и 7 в Аше, 1 в Карасу, 2 на Акате, 3 в Узгене и 1 случай в городе Ош. 10 женщин и 4 мужчин, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Возраст от 1 года до 68 лет. Из 14 случаев 5 случаев везенные с Малого Хаджа Умра и 9 контактных. Итого 58 подтвержденных случаев COVID-19 в Кыргызской республике. У всех больных контактные лица установлены, и данные лица взяты на домашний карантин. В данный момент в очагах инфекции продолжаются противоэпидемиологические и профилактические мероприятия. Состояние всех 58 госпитализированных пациентов стабильное. Из 6 граждан, ранее находившихся в реанимации, 5 переведены в отделение в связи с улучшением состояния здоровья, в том числе и гражданин 1949 года рождения. И 1 пациент Джалабадской областной больницы все-таки остается в реанимационном отделении. Следует отметить, что ни один из 6 пациентов не нуждались в искусственной вентиляции легких. По республике на сегодня организованы мобильные бригады из числа врачей центров семейной медицины, эпидемиологов, которые наблюдают за лицами, находящимися на карантине в домашних условиях. Бригады ежедневно удаленно по видеоскайпу, по телефону осведомляют о состоянии граждан, находящихся на карантине. В случае появления каких-либо симптомов данная бригада выезжает на адреса по месту жительства граждан, находящихся на домашнем карантине, для решения вопроса о лабораторном исследовании и при необходимости госпитализации. Для получения консультаций граждане, находящиеся на карантине, могут звонить докторам по номеру 118 и 112. Да, очень много обращений за 2 дня было от медицинских работников в связи с введением чрезвычайной ситуации о доставке медицинских работников к месту работы и домой, в связи с чем издан приказ Министерства здравоохранения о решении вопросов доставки сотрудников к месту работы и с организацией здравоохранения домой. В Министерстве здравоохранения издан приказ. Руководители организации здравоохранения должны обеспечить найм автотранспорта с получением пропусков в комендатуре и отработкой маршрутов. Во исполнение этого приказа руководством Национального госпиталя вчера нанято 8 микроавтобусов. Мэрия города Бишкек со вчерашнего дня направляет во все районы города микроавтобусы. Да, конечно, не все руководители решили до конца данный вопрос, но вот хочу привести пример. Вчера обращался супруг одного медицинского работника о том, что она пешком возвращалась домой. В связи с этим руководителю Сокулукского района было дано задание организовать найм автотранспорта и доставку своих сотрудников на место работы. Также хотела бы официально заявить о том, что в ночное время медицинские работники, привлеченные для ликвидации вспышки коронавирусной инфекции, работают строго по утвержденному графику, и ни один медицинский работник самостоятельно не может покинуть свое рабочее место, учитывая риск заражения как самого медицинского работника, так и окружающих. И эти сотрудники, которые выезжают в составе мобильных бригад, которые работают в очагах инфекции, в первую очередь обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты. Во избежание риска заражения медицинских работников издан приказ Министерства здравоохранения 26 марта о направлении в трудовые отпуска с сохранением заработной платы медицинских работников в возрасте старше 65 лет, беременных женщин, сотрудников с маленькими детьми и сотрудников с хроническими заболеваниями.